Совсем недавно в Сухуми открылся первый частный кардиологический центр «Клиника сердца». Здесь предлагают широкий спектр диагностических исследований и лечения различных сердечных заболеваний. В клинике работают 6 кардиологов, эндокринолог, невролог, терапевт, врачи ультразвуковой диагностики с большим опытом. Все они параллельно работают еще и во второй городской больнице. Скажем так, совмещают работу в 2 лечебных учреждениях. Открытие частных клиник практикуется во всем мире. Они косвенно помогают государству, предоставляя дополнительные медицинские услуги и разгружая государственные учреждения, что в свою очередь может улучшить качество и доступность медицинской помощи в целом. Они также способствуют конкуренции на рынке медицинских услуг, что может стимулировать повышение качества обслуживания и внедрение новых технологий в здравоохранении. Итак, что конкретно предлагает клиника сердца? Об этом мы сегодня и поговорим. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Врач-кардиолог высшей категории Аида Зухба много лет вынашивала идею открыть частную клинику узкого профиля. Кардиологическое направление, естественно, выбрала не случайно. Она долгие годы проработала в единственном кардиологическом отделении второй клинической больницы города Сухум. Собрать всех специалистов-кардиологов в одну команду для оказания квалифицированной амбулаторной помощи пациентам было моей мечтой, говорит Аида Зухба. И эту идею получилось воплотить в жизнь. В первую очередь мы хотим предложить пациентам комфорт и спектр услуг, говорит руководитель клиники. Чем отличается вот то, что они все в больнице, в городской, государственной и вот в частной клинике, что они собраны? Что вы можете предложить пациентам? Наши пациенты, пациенты кардиологического отделения, они зачастую очень привязаны к своим врачам. Они лежат в стационаре, затем выписываются. К сожалению, нет практики. И вот служба поликлиническая не очень хорошо развита, что ли. И поэтому пациенты зачастую возвращаются к нам в стационар на консультации, доверяя своим врачам, которые спасли им жизнь, облегчили их состояние. Зачастую в стационаре, когда больные повторно приходят на консультацию, докторам некогда. Они должны оказать прежде всего помощь тем больным, которые лежат в стационаре на данный момент. И поэтому пациентам приходится ожидать своего врача, либо врач не в состоянии принять его на тот момент, когда он нуждается. В этом случае больной вообще по правилам должен обратиться в приемный покой, где есть врач, и врач-кардиолог в том числе. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам обращаться сюда. Во-первых, они приходят сюда по записи. У нас нет ожидания, то есть больной пришел в определенное время к тому или иному доктору, и по записи доктор его принимает. Здесь, в нашей клинике, кроме всего прочего, мы можем оказать одномоментно следующие услуги. Мы можем снять кардиограмму в тот момент, когда надо пациенту. Мы можем сделать УЗИ сердца, УЗИ внутренних органов. У нас вводится сейчас экспресс-диагностика для тех пациентов, которые нуждаются вот в данный момент, на момент осмотра специалистом, нуждаются в анализах крови определенных. Мы можем экспресс-методом сделать какие-то определенные лабораторные исследования, которые будут в помощь врачу для того, чтобы правильно назначить лечение. Кроме того, здесь на месте мы можем поставить холтер как 3-6-канальный, так и 12-канальный, и суточное мониторирование артериального давления. То есть это все для удобства пациентов. Мы не заставляем их долго ждать, мы сразу же можем оказать ряд услуг
И я думаю, что в первую очередь расчет ввелся на то, чтобы было удобно, максимально удобно пациентам, максимально удобно для того, чтобы оказать правильную и квалифицированную помощь. В клинике сердца доступен широкий спектр диагностических исследований, в том числе электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковые исследования, Холтер-СМАД. Впервые в Абхазии все эти виды обследования можно пройти не только в условиях клиники, но и на дому. Особенно актуально это для тяжелых больных, то есть специалисты мобильны и могут выехать в любое место по желанию пациента. Кроме того, по словам Аиды Зухба, так как почти все работники клиники являются сотрудниками второй больницы, у них есть связь со стационаром, что немаловажно в решении вопроса госпитализации пациентов. За те месяцы, что работает клиника, было несколько случаев, когда приходили больные на осмотр и выяснялось, что они нуждаются в госпитализации. И тогда врачи вызывали скорую помощь, связывались со стационаром, договаривались и укладывали в больницу. К примеру, в субботу, выходной день, у пациента диагностировали инфаркт, и его в экстренном порядке пришлось отправлять в палату интенсивной терапии кардиологического отделения. Вот здесь я вижу Нанаркун, Джинджолем активно, Чуаз, Щезина, Кишмария, Саида. Все они работники городской больницы. Там кто-нибудь остался? Да. Вы конкурируете? Это как получается? Как они успевают совмещать? Вот Нет, мы не конкурируем. Как же мы можем конкурировать? Мы работаем и там, и тут. Просто мы работаем по записи. В свободное от работы время эти же доктора принимают здесь. Естественно, у нас нет никакой цели оголить стационар, да, это не в наших интересах, поскольку мы все начинали оттуда и дальше продолжаем там работать. Другое дело, это все врачи, которые, вот вы видите, заслуженные врачи Республики Абхазия, то есть именитые и опытные врачи, они в свободное от работы время в стационаре, значит, они принимают у нас по записи, у нас проводятся консультации и так далее, все остальные процедуры. Эдуард Квициня в 2012 году попал в кардиологическое отделение второй городской больницы с тяжелым сердечным приступом. Медики диагностировали инфаркт. Врачи, в частности Аида Борисовна, приложили максимум усилий, чтобы спасти ему жизнь. Позже он выехал в Россию, в клинике Чазова ему сделали операцию, поставили стенд. С тех пор он у своего доктора периодически проходит профилактический осмотр. Раньше приходил во вторую больницу, но с тех пор, как открыли новую клинику, он обращается сюда. Ну, когда услышал здесь, что так цивильно, хорошо, конечно, сюда. Ну, насколько условия отличаются вот там в больнице? Намного. Там ожидать нужно, да? Ждать в любую очередь. Здесь вы записались, да? Да. В определенное время приехал, и все мне приняли. Борисовны наблюдаюся. Более-менее сейчас лучше. Пациент с 2012 года с перенесенным инфарктом, со стентированием. Сейчас наблюдается у нас, и мы корректируем лечение в зависимости от его состояния, от его жалоб и объективных данных. Сделали УЗИ, поставили ему холтер, получили заключение холтера. Аритмия нуждается в дополнительной коррекции лечения. В октябре прошлого года Фируза Кабба несколько раз попадала в больницу с сердечными приступами. Лечила ее кардиолог Маргарита Смыр. Затем ее направили в Краснодар на операцию. Ей поменяли сердечный клапан и поставили кардиостимулятор. Теперь периодически ей необходимо проверять состояние своего сердца. Я 28 января сделала там операцию. Правда, мне сложная операция была. Мне 30% только шанс давали, что я выживу. Но я выжила, потому что я никогда в жизни не болела за 75 лет. Ну вот 2 года вот так прошло. И когда приехала,
сюда вот сейчас, чтобы на проверку каждый раз туда в Краснодар не ехать, я обратилась к своему лечащему врачу Маргарите Георгиевне. Так что прекрасные врачи у нас в Абхазии, кардиологи очень хорошие. Тем более, когда вот сейчас вот такую клинику открыли, мне показалось, как будто я в кардиоцентре в Краснодаре нахожусь. У них тоже вот такая чистота, вот такой идеальный прием. Все мягкие, сладкие, как говорится. И поэтому вот уже 3 месяца прошло после проверки. Пришла опять к ним на проверку, проследить себя, потому что я через год опять должна поехать туда, зарядить свой кардиостимулятор. Наша клиника открыта для удобства наших пациентов, потому что, когда они приходят в больницу, они ждут нас часами, так как мы должны свою основную работу выполнить и только в свободное время их принимаем. А сюда они пришли, записались заранее, вовремя приходят, тихо, в чистоте, никого не ждут, мы их смотрим и коррегируем их назначение. Поэтому думаю, что проблем в клинике у наших пациентов гораздо меньше, чем когда они приходят вне клиники. Но вы же и вторую городскую свою больницу ведь тоже любите, правда? Почему тоже? Конечно, мы ее любим. Это наша родная больница. Основной, наш второй дом. Мы там работаем, вот вся наша команда, мы столько лет работаем, и мы на самом деле любим эту больницу. Да. У нас хорошая команда и там, и здесь. Наиболее распространенными сердечными заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, аритмия, гипертония и приобретенные пороки сердца. Атеросклероз, который является причиной многих сердечных заболеваний, также широко распространен. Кроме того, существуют и другие заболевания сердца, такие как миокардит, воспаление сердечной мышцы, перикардит, воспаление внешней оболочки сердца, эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца и кардиомиопатия, заболевание сердечной мышцы. Важно отметить, что многие сердечные заболевания могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Вот почему регулярные медицинские осмотры, особенно у людей старше 40 лет, имеют решающее значение для раннего выявления и лечения. В Абхазии консервативно лечат все сердечно-сосудистые заболевания. У нас работает отделение кардиологии, палата интенсивной терапии во второй больнице Сухума. Не так давно начала функционировать палата интенсивной терапии в республиканской больнице. Также на базе республиканской больницы строится помещение для ангиографа. Это медицинское оборудование, которое предназначено для рентгеновского исследования полостей сердца и сосудов. Но, к сожалению, у нас в стране нет кардиохирургии, то есть лечения путем хирургического вмешательства. И те, кто нуждается в нем, выезжают за пределы страны. Новая клиника сердца рекомендует принимать меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни. Это включает в себя правильное питание, дозированные ежедневные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя. Для кого-то это покажется банальными фразами, но курение – это один из основных факторов риска развития атеросклероза. А атеросклероз – это предрасполагающий фактор и гипертонической болезни, и ишемической болезни сердца, и многих других заболеваний. Помимо первичной профилактики должна осуществляться и вторичная профилактика. Это своевременное обращение к врачу, своевременное лечение каждого заболевания. Например, в кардиологии это вовремя лечить гипертоническую болезнь, артериальную гипертензию. При появлении симптоматики ишемической болезни сердца, то есть боли в грудной клетке, тоже вовремя обращаться к врачу, так и при любой патологии. Доктор Чукбар начала работать в этой клинике, чтобы больше времени уделять профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В 2006 году она окончила Кабардино-Балкарский государственный медицинский университет и с этого времени работает в отделении кардиологии. Стаж работы 19 лет. Работа частным образом налаживается для того, чтобы оказать больше объема помощи населению. И население
сожалению, может быть более удобно, потому что у нас амбулаторная служба как бы ушла в сторону, и это неправильно, ведь это одно из главных звеньев первичной профилактики заболеваний и предотвращения их осложнений. Сердечные заболевания и неврология тесно связаны, поскольку нервная система играет важную роль в регуляции работы сердца, а заболевания сердца могут вызывать неврологические осложнения. Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут приводить к проблемам с мозговым кровообращением, что в свою очередь может вызвать неврологические расстройства. Поэтому здесь на месте можно получить и консультацию невролога. Так, я работаю в городской больнице с тяжелыми. У нас тяжелые пациенты сосудистые. В основном это больные с инсультами. Да, инсульт. И такие больные, опять же, инсульт – это не болезнь, это синдром, который возникает на фоне, как правило, чаще всего сердечно-сосудистых осложнений. Это такие больные, которые с фибрилляциями предсердий, с гипертонической болезнью. Поэтому без кардиологов, так же как и неврологи, мы друг без друга не можем. Мы должны пациенту всесторонне помочь. И, как правило, здесь удобно тем, что человек приходит по записи пациент. То есть он знает свое время, он пришел по записи, его посмотрели, то есть у каждого все рассчитано, а в больнице нету такого, по записи не получается. То есть приходится иногда пациенту часами ждать своей очереди. И не всегда получается выделить столько времени. Здесь мы на больного 30, а бывает и больше, 40 и 50 минут выделяем в зависимости от его жалоб от клиники. Больничная все равно атмосфера, она немножечко как-то бывает пугает человека. Давление у него есть такая гипертония, реакция на белый халат. Да? То есть вот эта атмосфера больничная в виде тяжелых больных, больной немножечко не расслаблен, он не может все рассказать, все свои жалобы. И все равно вот амбулаторная консультация, она должна проводиться в таких условиях комфортных для пациента. А стационар, он предназначен для тяжелых больных, которым нужна экстренная помощь. Также здесь созданы условия для внедрения одного из новейших медицинских направлений – телемедицины, по договору, который заключен между клиникой сердца и Российским национальным медицинским исследовательским центром кардиологии имени академика Чазова. Пациенты из Абхазии получат возможность консультироваться с ведущими специалистами кардиоцентра онлайн. При необходимости операции здесь могут связаться с коллегами в Москве и определить, какая именно нужна помощь больному, определить сроки хирургического вмешательства. С одной стороны, я вас понимаю, но плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. Да? Вы доктор, и вы хотите создать что-то свое для того, чтобы улучшить жизнь пациентов. Да. Но, тем не менее, частная клиника – это всегда дорого, это всегда больше денег, чем в государственных учреждениях. Кто ваш пациент? Каково должно быть его финансовое состояние? Наш пациент – это прежде всего пациент, который доверяет и верит своему доктору. Прежде всего, это те пациенты, которые годами связаны с нами, то есть знают нас. У каждого из докторов есть свои пациенты. Это как бы так давно принято. И поэтому они всегда, те, которые доверяют нам, они придут к нам. По поводу ценовой политики, я вас уверяю, что цены у нас в нашем центре, они никаким образом не отличаются от тех цен, которые в других центрах медицинских частных. Единственная разница в чем? Это
первый центр, первая клиника, которая такая узкопрофильная. Мы никак не конкурируем с другими частными центрами. Клиника называется «Клиника сердца» не зря, потому что здесь кардиологический профиль. И, соответственно, консультации специалистов, которые нам в помощь, терапевта, эндокринолога и невролога, проводятся также здесь. Но это, опять же говорю, кардиологическая клиника. И еще наши пациенты – это те пациенты, которые нуждаются в комплексном обследовании в одном месте. Мы не хотим больных отправлять туда и так далее, что, к сожалению, нам приходится делать в кардиологии в городской больнице. Пациент, который к нам обращается, нам приходится его отправлять на УЗИ в одно место, на кардиограмму в другое, на холтер в третье. Здесь мы это все делаем вместе, и мы работаем на новейшей аппаратуре. В целом, выбор между государственной и частной клиникой зависит от индивидуальных потребностей, финансовых возможностей и ожиданий от медицинского обслуживания. Частные клиники могут принимать пациентов, которые не хотят или не могут ждать в очереди в государственных учреждениях, или которым требуется специализированная помощь, которую не всегда оказывают в государственных больницах. Это позволяет государственным учреждениям сосредоточиться на более сложных случаях и пациентах, нуждающихся в экстренной помощи. Передача про здравоохранение, медицину, я, конечно же, в первую очередь защищаю права пациентов. И у меня всегда, когда я общаюсь с руководителями частных клиник, всегда такой вопрос. Частная клиника – это про бизнес или же все-таки больше про здоровье населения? В данной ситуации в нашей клинике частный центр – это про здоровье. Мы на этом не окупаемся. В плане вложений, которые мы вложили в эту клинику, в первую очередь это аппаратура. Вы, правда, все, что у нас здесь есть, это аппаратура самая новейшая. Вы такую в Абхазии точно не найдете, поэтому это дорого стоит, и это неокупаемое. Это не про бизнес, правда. Мы уже закупили новый аппарат, называется он фиброскан последнего поколения, который будет определять состояние, функцию печени. И мы в этом заинтересованы, потому что наши больные кардиологические зачастую бывают с кардиальным циррозом печени. Кроме того, это в помощь гастроэнтерологу, терапевту для того, чтобы облегчить лечение по гепатитам, циррозам и так далее. Фиброскана тоже в Абхазии, насколько я так понимаю, нет. Однако важно отметить, что частные клиники не заменяют государственную систему здравоохранения, а скорее дополняют ее. Государство по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинской помощи для всех граждан, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования, как в России. Существуют частные клиники, работающие в системе ОМС, что позволяет пациентам получать медицинскую помощь бесплатно или за небольшую доплату. Насколько вообще частные клиники, они это во всем мире практикуются, частные, частные? И насколько это помощь здравоохранению? В Абхазии частные клиники – это всегда помощь государственной медицине, потому что, к сожалению, наша медицина находится в таком состоянии, когда мы немного можем предложить пациентам в условиях стационара. В условиях городской больницы, работая в стационаре много лет, я могу сказать, что мы много что не можем предложить пациентам, и поэтому они вынуждены обращаться в частные центры. В любом случае выбор за пациентом, и мы всегда рады пациентам, но если
если ему удобно прийти в стационар и сделать в стационаре, провести консультацию и так далее, это, конечно, его право, его выбор. Был, вот, например, пример приведу. Сегодня пациент, которого я смотрела и которому я предложила в стационар, потому что ему нужно было провести много разных типов обследования, но больной должен прийти несколько раз там, и так далее. То есть немножко своей сложности. Состояние больного не позволяет. Так, я сама настаивала на том, чтобы он пошел в стационар, то есть его уложили и так далее. И опять же примеры, когда мы говорили, что мы сами прямо вот скорую вызываем и направляем в стационар. То есть таких вещей тоже всегда встречается часто. Обратиться в частную клинику или пойти в медучреждение государственного профиля, то есть это всегда выбор пациента, он у него должен быть. Мы понимаем, что не все больные могут прийти в частную клинику, и мы не настаиваем на этом, но больной должен понимать, либо он придет в государственное учреждение, либо он придет сюда, и здесь ему тоже будут рады, окажут ему помощь, и это будет еще и в комфортных для него условиях. Конкуренция государственных и частных клиник может принести пользу пациентам и обществу в целом, если она будет правильно организована и регулирована государством. Конечно, есть разница между частной и государственными учреждениями. Частные клиники обычно предлагают более современное оборудование, более короткие сроки ожидания и более высокий уровень комфорта, но при этом стоимость услуг, как правило, выше, чем в государственных. Государственные клиники финансируются за счет бюджета и предоставляют бесплатные или субсидированные услуги, но могут испытывать ограничения по ресурсам и очередям. Какой из них доверить свое здоровье, решать вам. Главное, что этот выбор есть. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!